Об охране водных объектов Северодвинского округа говорили сегодня на бассейновом совете представители Ненецкого автономного округа, Вологодской, Кировской и Новгородской областей. В Коми на условиях софинансирования с федеральным бюджетом уже капитально отремонтировали Кажемское водохранилище в Кайгородском районе. Продолжаются берегоукрепительные работы у рек Большая Инта, Печора и Сысола. Максим Васильев знает подробности. Масштабная защита береговой линии Сысолы в городской черте Сыктывкара в региональной программе охраны водных объектов – одна из главных задач. Вдоль побережья уже вбиты противооползневые сваи, на очереди берегоукрепительная конструкция, правда с оговоркой, если поможет федеральный центр. Стоимость проекта немаленькая – 500 миллиарда. Тоже вопрос, стоит серьезно, так сказать, чтобы закрыть. То есть мы сделали противоползные работы за свой счет, грубо говоря, за республиканские и муниципальное образование. Теперь берегоукрепительные работы мы хотим уже сделать в софинансировании с федеральным бюджетом, потому что своих денег, сами понимаете, не хватает, на это дело. Реки республики с каждым годом мельчают. Запрет на молевой сплав древесины автоматически обозначил запрет на очистку дна земснарядами. Сегодня она запрещена. Зато разрешено углубление дна, но это, по мнению Минприроды, серьезные федеральные деньги с 200% мотивацией. Возможно, с ними повезет сельчанам нескольких подтопляемых деревушек в Выжимском и Усть-Цилимском районах. И только после мониторинга ледохода и паводка. О том, что он не за горами, участники бассейнового совета тоже говорили, правда, в основном представители южных районов. Коми у метеорологов пока под наблюдением. Предположительно, начало будет достаточно бурным весны, и уровни ожидаются в пределах нормы по ряду рек, в том числе, может, Сысол и Вычегда, на 20-30 сантиметров выше нормы. Но это немного, это не аномалия, это нормально все. Впрочем, март всего лишь месяц предварительных прогнозов, к которым нужно пока только прислушаться и быть готовым. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.